Ханжеза Карим Лимзаровичке беріледі. Саламатсыздар ба? Бахтияр Жеңішбекович, на сегодняшний день средний размер пенсии составляет какую сумму? Карим Лимзарович, на сегодняшний день 8100 сомов. Это примерно $80, да? Но все равно он остается самым низким показателем в Центральной Азии, да? На сегодняшний день 8100, это $95. 95 под $100, да. Да, самый маленький. Ну, здесь, в этом законопроекте, просто я так посмотрел, вы предлагаете реформу для увеличения размеров пенсии за счет уменьшения количества получателей, получается. Но бюджет, как вы сказали, не требуется дополнительный, правильно, бюджета? Дополнительного бюджета не требуется же, да, для повышения? Нет, не требуется. Вот как вы сами считаете, действительно ли это реформа или это вынужденная норма? Вынужденная мера, да, на сегодняшний день? Здесь мы 11 пунктов, допустим, вносим 11 пунктов. Я так думаю, здесь из 11 пунктов 9, да, они требуют сегодня. Вот именно по досрочным пенсиям, то, что говорит, досрочные пенсии, общий установленный возраст на сегодняшний день женщинам 58 лет, мужчинам 63. Мы говорим досрочные пенсии, давайте досрочные пенсии уберем, общий установленный возраст есть, 58 лет женщинам, 63. Давайте в этом возрасте будут выходить все на пенсию. Мы это предлагаем. 58 женщинам, да? Мужчинам 63. Общий установленный возраст мы не двигаем. Есть ли в этом законопроекте какой-нибудь пункт, стимулирующий население к выплатам? Вот вы знаете, все равно нужно же как-то стимулировать наше общество для того, чтобы они оплачивали соцфонд. Если да, то в какой статье? Какие плательщики добавляются здесь? Карим Лимзарович, здесь мы, это не закон о тарифах, в законе о тарифах мы внесли, данное изменение действует с 1 декабря, уже указ подписан. Там мы для малого и среднего бизнеса с 17% до 4% тарифы снизили для нанимателя. Вот такие вот условия мы делаем, снижаем тарифы. Вот отмену выплат работающим пенсионерам внесли, да, в законопроект, также в измененном виде. Если раньше шла речь о полной отмене пенсии, то теперь предлагается не выплачивать базовую часть пенсионных выплат только сотрудникам госструктур и работникам муниципальных служб, правильно? Вот авторы законопроекта, вы вот аргументируете это предложение тем, что госслужащим выплачивается зарплата и базовая часть пенсии из одного и того же бюджета. Помимо лишения выплат пенсионерам, чиновникам еще грозится возможное сокращение. Есть же такой момент. Можно ли как-то обезопасить таких госслужащих и каким-либо образом отразить ее в этом законопроекте? Карим Лимзарович, надо подчеркнуть то, что это касается только государственных и муниципальных служащих. Это не касается учителей, врачей, вообще социальных работников не касается. Обезопасить здесь мы в этом проекте закона никак не можем. Мы здесь устанавливаем возраст для женщин 58-63, только при наступлении страхового случая возраст такой устанавливается. Больше ничего сюда внести не Бахтияр сможем. Жеңішбекович, мен ошол мыйзам долбоорун колдойм. Бирок азыр менин кесиптештерим айткан сунуштары баарына эске алыш керек. Экинчи окууга биз өзүбүздүн сунуштардагы кат жүзүндө беребиз сизге. Ушун чогуу иштеп коюш керек. Эмне себептен бул чындыгы реформа болуш керек да. Биякта жалаң эле сокращение, ар кандай маселе. Азыр Сунуми Абдуллаевич дагы айткан маселе боюнча, анан дагы башка депутаттар айткан маселелер боюнча бул баарын карап коюп, биз шарт түзүшүбүз керек да. И стимулировать для того, чтобы наше общество сегодня сами
могли уже добросовестно выплачивать соцфонд, понимая, что это их заинтересованность. Вот в этом направлении давайте проработаем. Игиликский, Рахмат. Рахмат, Карим Абзалович.